Добрый вечер, это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях Большой Республики и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Алмазы, деньги, рабочие места в Якутии запустили Верхнемунское месторождение. По мнению президента страны, благодаря этому проекту Алроса закрепит мировое лидерство. Сколько за счет разработки сможет получить бюджет республики? Инфраструктура, предпринимательство, новые технологии. АСН Николаев определил приоритеты развития Якутии. Масштабный указ насчитывает 20 направлений. Неужели это все реально? И какие ожидания у представителей IT-отрасли? Страны, которые делают ставку на IT, сегодня действительно начинают побеждать. И мы хотим, чтобы Якутия тоже была победителем. И готовы именно сейчас сделать эту ставку стратегическую. Суда на зимнюю стоянку. Впереди ремонт и модернизация. В Якутии завершилась навигация. Сколько удалось перевести по линии и с какими трудностями столкнулись речники? Сила Сибири заканчивается, работы в этом году меньше. И мы справились, план выполнили. Другой менталитет, жизненный уклад, культура. Кто они? Интернациональные семьи Якутии. В преддверии Дня народного единства наша съемочная группа пообщалась с необычными парами. Разные обычаи из его семьи и из моей. Да, и это все было бы классно совместить. Да, мы никогда не стыдимся ничего из этого, и мы рады нашим культурам. Пробить любую стену ради успеха ученика. Они посвящают себя спортсменам, часто становятся полноправными членами семьи. Они всегда в тени. Как тренеры ведут воспитанников к большим победам. Если парень отстает от сверстников, я не выгоняю, оставляю и тренируюсь наравне со всеми. Верхнемунское месторождение запустили в Якутии. Это крупнейший инвестпроект компании «Алроса». Запасы 44 миллиона карат. Срок отработки более 20 лет. Верхнемунское – самое северное месторождение алмазного гиганта. Проект масштабный, поэтому и в церемонии открытия в режиме видеоконференции участвовал президент России. Запуск, заметил Владимир Путин, позволит закрепиться Алроса в качестве мирового лидера. Доля российских поставщиков на месторождении максимальная, и во время разработки Верхнемунского удастся заработать 180 миллиардов рублей. Половина из этих денег пойдет в бюджет Якутии. Глава республики АСН Николаев подчеркнул, что теперь у Алроса не только увеличатся объемы производства, но и появится 800 новых рабочих мест для местного населения. Вдвойне отрадно, что компания «Алроса» уже при реализации этого проекта соблюдает все требования по этнологической, по экологической экспертизам. Уважаемый Владимир Владимирович, мы и дальше будем следить за этим вопросом. И уже как раз при подготовке к запуску месторождения подписано соглашение между компанией «Алроса» и Национальным Эвенкийским Оленевским районом Республики Саха-Якутия о поддержке со стороны компании на сумму 100 миллионов рублей ежегодно, как раз для сохранения исконной среды обитания малочисленных народов Крайнего Севера. Уверен, что «Алроса» будет развиваться и впредь во благо Республики Саха-Якутия, во благо нашей великой Родины Российской Федерации. Спасибо. Александр Сергеевич, вы сколько уже работаете? Сейчас, секундочку. Вы сколько уже работаете в качестве руководителя республики? Я 5 месяцев, Сергей Сергеевич 1 год. Да, я вот про вас говорю. Видите, 5 месяцев вы уже присутствуете при начале такого крупного проекта. Тем более, что ГОП называется Удачнинский, а город, который вовлечен в этот проект, город удачный. Название какое хорошее. Надеюсь, что и вся работа у вас будет удачно складываться. Пожалуйста. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхнемунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв. Начинайте. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Вам и всем работникам вашей компании. И, конечно, при реализации подобных проектов, уверен Путин, нужно уделять внимание сохранению природы. При разработке Верхнемунского месторождения провели все экспертизы.
Однако в процессе эксплуатации именно на этом обстоятельстве нужно заострить особое внимание. Только бы природа внезапно не вмешалась. Например, как 19 августа. Тогда в районе реки Ирилях за сутки выпала критическая масса осадков, превышающая месячную норму в 1,5 раза. Водохранилище переполнилось, дамбы полигонов месторождения Ириляхская россыпь прорвала. Объекты принадлежат компании «Алроса». В итоге масштабное загрязнение рек Ирилях, Малая Батуобуя и Вилюй. На пике количество природных взвешенных веществ в водных объектах превышало норму в десятки, даже сотни раз, сообщили в Министерстве экологии региона. Алмазная компания в кратчайшие сроки восстановила дамбы. После 10 сентября реки полностью очистились. Последствия обсудили на неделе в Верхневилюйске. Обсудить было, что ущерб в денежном эквиваленте чудовищный – 27 миллиардов рублей. И это лишь предварительный расчет. Сейчас он находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве. Я понимаю, что это не результат злонамеренных действий или даже непреднамеренных действий работников компании «Алроса», там, где у нас выпали аномально высокие уровни дождей, таких, которых в истории там за все время наблюдений не было. Вместе с тем, если у меня собака случайно сорвалась с цепи, выбежала за двор, укусила человека, так я же все равно несу это ответственность. Поэтому Сергей Сергеевич, не будем. Так я прекрасно понимаю, что и руководство компании «Алроса» я тоже понимаю, именно поэтому оно сегодня здесь находится вместе с нами и обсуждает данный вопрос. Главное, чтобы собаку не пришлось усыплять или хозяина бить палкой по голове. «Алроса» за произошедшее себя ответственности не снимает, это главное. Никто не прячется по кабинетам и ничего не обсуждает в кулуарах. Открытость играет на руку. Генеральный директор компании Сергей Иванов заявил, к аварии все-таки привела природная аномалия. Тем не менее, недропользователь не отказывается от обязательств по возмещению ущерба. Если мы являемся законопослушной компанией, если какой-то ущерб будет установлен, который нужно, наверное, очень внимательно оценивать, с учетом всех проб, которые были до размытия наших дамб, которые сейчас, фоновые пробы, то после всех этих мероприятий, подсчетов, если какие-то решения будут приняты, соответственно, мы будем на это реагировать. Властям бы Мирного подобную оперативность. Алмазная столица погрязла в свалках. Все ведет к тому, что город придется переименовывать в мусорную столицу. Это не умозаключение, а факт. Прокуратура Мирного направила в суд заявление по этому поводу. Требует обязать администрацию города все убрать. Фемида не стала спорить. Марфирина Алексеева осмотрела несанкционированные точки и узнала, когда в Мирном наведут порядок. Мирнинский комитет охраны природы провел плановую проверку территории города на наличие нелегального размещения твердых коммунальных отходов и мусора. В ходе проверки были выявлены 2 незарегистрированные свалки. Большая из них расположилась в районе поселка Верхний по улице Интернациональная. Здесь же выявлены более 40 единиц разукомплектованного транспорта. К сожалению, из-за двухдневного снегопада показать весь объем мусора невозможно. Несанкционированная свалка расположена вдоль лесной полосы примерно на 600-800 метров. В основном свалка состоит из бытового отхода, разного вида металлолома, это автомобильные запчасти и бытовая техника. Вторая свалка зарегистрирована в микрорайоне Заречный, по дороге, ведущей к карьеру Интер. Протяженность составила около 100 метров, площадь захламленности 30 квадратных метров. У нас же все отходы состоят из химических веществ, вступают в химическую реакцию, то есть разлагаются, выделяют какие-то вещества, что негативно сказывается на окружающую среду. В ходе комиссионного выезда прокуратуры города с представителями ЖКХ несанкционированные свалки подтвердились. В целях устранения нарушений прокуратурой города в Мирнинский районный суд поданы исковые заявления о возложении на администрацию муниципального образования город Мирный обязанности принять меры по организации и транспортированию твердых коммунальных отходов и мусора, в том числе около 40 единиц разукомплектованного автотранспортного средства. Районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. На данный момент решения суда в законную силу еще не вступили. Конечно, замечания эти обоснованы. Понятно, что на этих местах, которые были обозначены, действительно наличие несанкционированного мусора, оформление технического задания, подготовка аукционной документации, проведение аукциона
И на электронной площадке заявляются подрядчики, которые торгуются там сами между собой. И выбирается подрядчик, который и будет потом все это нам с вами убирать. Работы по ликвидации мусора запланированы на 2019 год. Также в планах у администрации заблокировать заезд на проблемные зоны и установить видеонаблюдение. И, в принципе, в технологическом процессе эта дорога не участвует. И вот по ее краям это все у нас накиданный мусор. Вот. В том числе, значит, и брошенные кузова и так далее, и так далее. Ну, вот некоторые кузова даже здесь на съемках видно. Понятно, что мы должны все это убрать, вывести. И вот здесь мы хотим дорогу заблокировать. С этой стороны и со стороны, значит, шахты Винтер. В одних из этих мест мы разместим видеокамеры. Мы их поставим, обозначим, что там ведется видеонаблюдение, то есть уже железно заблокируем такие места. На территории города есть несколько мест, где мы оборудовали, значит, видеокамерами вот такие места, да. Ну и вот там у нас, по крайней мере, боятся уже высыпать мусор, да, или там что-то нарушать. Как оказалось, проблема со сбытом черного металла существует у мирнинцев давно. Это и влечет к скоплению заброшенных кузовов на территории всего города. Возможно, они бы и хотели легально куда-то их разместить, но у нас нету такой возможности. На самом деле на территории города Мирного есть предприятия, которые занимаются приемом цветного металла, черного металла, но их деятельность напрямую связана с сезоном навигации. Власти Мирного задумались о присоединении к экологической акции «Вызов в кузов», которая в Якутске успешно реализуется уже 3-й год. За последние 5 лет население стало активно уведомлять соответствующие органы о организации нелегальных свалок. Каждый житель может отметить несанкционированный мусорный объект на интерактивной карте свалок. Этим самым поучаствовать в общероссийском проекте «Генеральная уборка». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сейчас короткая реклама, и через 2 минуты мы вернемся, и вот о чем расскажем далее. Инфраструктура, предпринимательство, новые технологии. АСН Николаев определил приоритеты развития Якутии. Масштабный указ насчитывает 20 направлений. Неужели это все реально? И какие ожидания у представителей IT-отрасли? Суда на зимнюю стоянку, впереди ремонт и модернизация. В Якутии завершилась навигация. Сколько удалось перевести по реке Лени и с какими трудностями столкнулись речники? Пробить любую стену ради успеха ученика. Они посвящают себя спортсменам, часто становятся полноправными членами семьи. Они всегда в тени. Наш репортаж о том, как тренеры ведут воспитанников к большим победам. В эфире «Якутия день за днем», подводим итоги недели. В каком направлении будет двигаться республика в ближайшие 6 лет? Вопрос, на который, возможно, ответит новый указ главы региона. АСН Николаев определил приоритеты социально-экономического развития региона до 2024 года. В документе десятки пунктов. Естественно, внимание к инфраструктуре. Здесь 3 крупных проекта. Первый – создание северного широтного транспортного пояса. К нему относится строительство моста через Лену и федеральных автодорог Вилю и Колыма. Второй – завершение ремонта региональных трасс, в том числе Амга и Кабяй. Третий – реконструкция региональных аэропортов. Выделяют в указе и здравоохранение. Через 6 лет в Якутии должны ввести онкологические, кардиологические, наркологические диспансеры. Нужно снизить долю государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В документе расписаны планы по газификации населенных пунктов Ленского, Алекпинского, Алданского, Нерюнгринского районов. Необходимо и ликвидировать 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это лишь верхушка айсберга. Удастся ли все выполнить? 6 лет в масштабах самого большого региона России – это катастрофически мало. Времени раскачиваться нет. И где брать деньги на такие грандиозные планы? Об этом мы поговорили с Владимиром Сивцевым, первым заместителем министра экономики Якутии. Владимир Михайлович, новый указ главы Якутии о социально-экономическом развитии насчитывает десятки направлений. Здесь и транспорт, развитие инфраструктуры, занятость, цифровизация, поддержка предпринимательства, строительство жилья. Возникают 2 вопроса: успеем ли, потому что стратегия до 2024 года расписана,
И неужели это все реально? Я думаю, успеем. Во-первых, указ консолидирует и упорядочивает все те цели и задачи, которые так или иначе находят отражение в программных документах, стоят в актуальной повестке работы правительства республики. Некоторые из них уже прорабатываются. Например, мы создали Центр поддержки экспорта на базе Агентства инвестиционного развития. И в рамках перезагрузки этого нашего агентства, его, напомню, переименовали в Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, должны разработать новые механизмы акселерации, соответственно, нашего экспорта из республики. Ну, если брать, например, задачу трудоустройства в промышленных предприятиях не менее 20 тысяч человек из местного населения, то нам сегодня необходимо, чтобы тот стандарт образования, который сейчас у нас имеется, он был актуализирован под потребности наших крупных промышленных предприятий. Вот буквально недавно убедился в том, что компания «Колмар», основной резидент территории опережающего развития Южной Якутии, сегодня говорит о том, что нам не хватает квалифицированных кадров специально под их спецификацию. И, соответственно, потенциал здесь большой. И если мы сможем организовать систему подготовки кадров на должном уровне, я думаю, эта задача нам посильна. Первое поручение правительства Якутии – это промышленное развитие. Во многом за счет поддержки опорных точек роста, здесь и участие в программах по развитию Дальнего Востока, и инфраструктурная поддержка инвесторов, и создание территории опережающего развития. А есть ли конкретика по этому направлению? Что у нас больше территории опережающего развития появится? На данный момент мы прорабатываем вопрос расширения границ действующего ТОРа Кангаласы. Жатайская судоверфь сегодня, я думаю, даже до конца года мы это решение примем, оформим. Жатайская судоверфь должна стать резидентом индустриального парка Кангаласы. Далее мы рассматриваем расширение границ на Нижних Бестях, территории близлежащих улусов от города. В активной проработке сейчас находятся инвестиционные проекты, находящиеся в арктической зоне. Очень перспективным, и сейчас мы также также этот вопрос рассматриваем, находятся инвестиционные проекты на территории Вилюйской группы улусов. Есть огромный потенциал, и я думаю, что механизмы ТАСЭР мы можем применить в Западной Якутии в том направлении. Где искать деньги на все эти проекты? Вот один из ключевых, наверное, вопросов. Только за счет участия в программах развития, или еще привлекать частные инвестиции, или это будет 50 на 50? Ну, сегодня мы активно этим занимаемся. Вопрос привлечения инвестиций, наверное, один из главных вопросов, стоящих уже сегодня. Я думаю, что, во-первых, те программы, которые сейчас разрабатываются на федеральном уровне, и механизмы, например, Министерство по развитию Дальнего Востока объявило новый отбор инвестиционных проектов. Напомню, недавно открытое месторождение Верхнемуна, запущенное президентом страны, на Верхнемунское месторождение алмазов, оно как раз-таки получило инфраструктурную поддержку за счет действующей программы развития Дальнего Востока. В таких программах мы, безусловно, будем участвовать, мы заявляемся. Кроме того, есть различные механизмы институтов развития, Российского фонда прямых инвестиций, да даже коммерческие организации предлагают также различные программы. Сбербанк, Внешэкономбанк, это все тоже способствует привлечению инвестиций. Мы планируем региональную сессию Внешэкономбанка в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Будет организован роуд-шоу инвестпроектов республики. Соответственно, я думаю, это будет способствовать привлечению частных инвестиций в республику. Ну и я вижу потенциал в наших ребятах, в наших предпринимателях. Число предпринимателей, кстати, в республике растет.
Я думаю, наши местные предприниматели также внесут свою лепту в развитие республики, и мы активно применяем механизмы государственно-частного партнерства, заключаем концессионные соглашения. Все это позволит как привлечь инвестиции, так и высвободить определенные резервы для приоритизации наших направлений развития. Конечно, необходимо сотрудничество, потому что не стоит ждать от правительства Якутии, что там, в кабинетах, в министерствах, в ведомствах, там все решат, а мы подождем. Необходима консолидация муниципалитетов, правительства и, конечно же, бизнеса. Ну и стоит сказать о новых технологиях. В указе есть пункт о развитии парка высоких технологий как научного и ресурсного центра генерации, коммерциализации и внедрения в промышленное производство инновационных продуктов. Развитием несырьевой экономики займется корпорация развития Якутии. Ее полномочия специально для выполнения указа дополнили. Представители IT-отрасли рассказали Якутии день за днем об ожиданиях от нового указа. В Якутии, к сожалению или к счастью, очень ограниченный внутренний рынок. Мы хотим, чтобы наши люди научились зарабатывать на внешних рынках. На самом деле есть примеры в российских регионах, есть примеры и в ближнем зарубежье. То есть страны, которые делают ставку на IT, сегодня действительно начинают побеждать. И мы хотим, чтобы Якутия тоже была победителем и готовы именно сейчас сделать эту ставку стратегическую. У нас будут разные меры поддержки. Мы будем, конечно же, заниматься форматами, инфраструктурой, потому что когда спрашиваешь у игроков этого рынка, как вам помочь, прежде всего они говорят, что им нужно помочь снизить издержки. Поэтому, конечно, мы будем дальше развивать эту инфраструктуру, строить новую. Также, конечно, будем развивать финансовые инструменты поддержки, потому что инвестиции – это как раз та смазка, которая смазывает этот механизм весь и помогает ему двигаться. Поэтому, конечно, мы будем здесь вот эти вещи делать и плюс, конечно, привлекать частные инвестиции. Существует три основных направления по поддержке. Это кадры, во-первых, развитие кадровой политики, во-вторых, это инфраструктура. То есть инфраструктура – это как раз вот строительство IT-парка и прочее, да, и финансовая составляющая. То есть я думаю, что финансовая составляющая для бизнеса – это всегда самое главное. То есть это создание каких-то фондов венчурных, которые работают именно в сфере IT. Это изменение налоговой политики и привлечение инвесторов. Хорошие айтишники – это штучный товар, но тут существует такой эффект, да, что если есть сильная какая-то IT-компания, то эта же компания сама растит новые кадры. То есть чем больше компания, тем больше прирост. Это во-первых. Во-вторых, понятие, ну, в IT-сфере у нас нет границ. То есть мы можем привлекать специалистов из любых регионов. Ждем прорыв. Якутии нужно преодолевать преграды, например, как отечественному вездеходу «Шерп». Непогода, бездорожье, болото, техники нипочем. В основе все проходимые машины, разработки конструктора Алексея Гаргашьяна, серийное производство налажено в Санкт-Петербурге. Каким образом вездеход занесло в Нерюнгри, знает Сергей Козюра. Друзья, вездеход «Шерп» в Якутии. Мирный, Якутск, Алдан и теперь Нерюнгри. Команда «Шерп» с демонстрационным показом возможностей вездехода и тест-драйвом колесит по республике. Со слов организаторов турне, в Якутии высокая потребность в данной технике. Техника первой необходимости – это корпоративный сектор, это, ну, то есть нефть, газ, алмазы, да, это какая-то социальная сфера, это когда нет сообщения с какими-то определенными улусами. Вездеход, получивший имя «Шерп», без проблем преодолевает валуны, поваленные деревья и другие препятствия. Он отлично плавает, без затруднений проходит болото и глубокий снег, а также способен с легкостью выходить из воды на лед. Оснащен 44-сильным 1,5-литровым японским турбодизелем Kubota и имеет уникальную авторскую разработку подвески. Техника просто действительно удивительная. У него пневмоциркуляционная подвеска. То есть у него давление в колесах меняется от того, когда он наезжает на препятствие. Техника действительно просто везде, на нем везде можно ехать. Проектирование уникального в своем роде российского вездехода «Шерп» началось в 2012 году. Инициатором проекта является инженер Алексей Гаргашьян. Впервые модель была представлена на Московской автомобильной выставке в 2015 году. Вездеход обладает одними из лучших характеристик проходимости в мире. По суше он может передвигаться с максимальной скоростью 45 км в час, а плыть по воде со скоростью 6 км в час. При весе автомобиля в 1300 килограмм он в состоянии брать груз до 1 тонны.
Если снаружи автомобиль не кажется очень большим, естественно, если не брать во внимание гигантские колеса, то внутри он поражает обилием свободного пространства. При необходимости в салоне получится спокойно жить в течение нескольких суток. Возмущающим фактором для многих является, конечно, высокая цена. Но, как говорится, спрос рождает предложение. А снегоболотоход «Шерп» пользуется спросом уже во всем мире. Сергей Козюра, Якутия, день за днем. Сейчас реклама, и вот о чем расскажем далее. Суда на зимнюю стоянку, впереди ремонт и модернизация. В Якутии завершилась навигация. Сколько удалось перевести поленья? Другой менталитет, жизненный уклад, культура. Кто они? Интернациональные семьи Якутии. В преддверии Дня народного единства мы пообщались с необычными парами. Они посвящают себя спортсменам, часто становятся полноправными членами семьи. Наш репортаж о том, как тренеры ведут воспитанников к большим победам. В эфире «Якутия день за днем» рассказываем о главном. Не нужны нам чешские берега и корейские горы, подумали в Росавиации и ограничили для авиакомпании «Якутия» международные полеты. С 5 ноября пассажиры в шоке. Авиаперевозчик экстренно пытается решить проблему, договаривается с другими компаниями. Параллельно Якутия запросила дополнительные разъяснения у Росавиации. Марьяна Кутукова о рейсах, от которых отрезали авиакомпанию, и возврате денег за уже купленные билеты. Якутии обрезали крылья. Росавиация решила ограничить международные полеты республиканской авиакомпании после внеплановой проверки. Но и это важно. Подобная мера не является отзывом сертификата эксплуатанта. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников. Речь идет об устранении замечаний в срок до 90 дней. Авиакомпания «Якутия» принят план по устранению несоответствий и недостатков по итогам проверки Росавиации. Работа уже идет. Основная причина ограничения заключается в проблемах в области поддержания летной годности воздушных судов, которые этим летом стали главным фактором длительных и многочисленных задержек рейсов, допущенных на международных и внутренних направлениях. Для нас главное – обеспечить безопасность полетов авиакомпании «Якутия». Напомним недавний инцидент. 10 октября самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. Пострадали 4 человека. После произошедшего генеральный директор авиакомпании Ольга Федорова ушла в отставку. Как уточнило агентство «Интерфакс» у представителя Росавиации, ограничения по зарубежным полетам действуют с 5 ноября, вплоть до устранения всех выявленных недостатков. Сегодня авиакомпания «Якутия» владеет 5 самолетами Boeing 737-800, 6 Ан-24, 3 «Бомбардье» и 4 суперджетами. За 10 месяцев текущего года на международных регулярных рейсах Якутия перевезла 51 727 пассажиров или почти 7% от общего числа всех пассажиров. Авиакомпания «Якутия» выполняла регулярные международные рейсы по следующим направлениям: Якутск-Сеул, Якутск, Якутск-Харбин, Якутск, Иркутск, Ташкент, Иркутск, Краснодар, Прага, Краснодар, Южно-Сахалинск, Нарита и обратно. Чартерная программа завершена еще в октябре. В нее входили рейсы в Южную Корею, Турцию, Болгарию и Италию. На регулярные международные рейсы Якутия продала 450 билетов до конца года. В Росавиации пообещали, что деньги вернут пассажирам в полном объеме. По всем вопросам в авиакомпании просят обращаться по указанным на экране телефонам. Авиакомпания сосредоточится на выполнении полетов внутри республики и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и с некоторыми городами Дальневосточного федерального округа. Сегодня руководством авиапредприятия ведутся переговоры с другими авиаперевозчиками о выполнении ряда рейсов Якутии с 5 ноября. В данный момент авиакомпания «Якутия» усиленно работает с пассажирами и сосредоточена на устранении недостатков. Авиакомпания намерена как можно скорее возобновить международные направления. Марьяна Кутукова, Якутия, день за днем. Лучше, конечно, ситуация с речной навигацией. Нашим судам никто не запрещает ходить по лени. Единственное препятствие – погода, хотя и она преподносит сюрпризы. Завершить навигацию в Ленском районе должны были еще 29 октября.
Однако частные суда продолжали совершать рейсы из-за теплой осени. Наш корреспондент Анна Кожевникова о том, как сложилась нынешняя навигация для ленских речников. Накануне официального закрытия навигации 2018 в Ленский речной порт прибыло судно СК-2034 с техгрузом из Осетрова. Для Романа Егорова это 30-я навигация в должности капитана. В этом году он сделал около 12 рейсов по направлению Ленск-Осетрова и по линии Алек-Минск. Заканчивается на минорной ноте. Нам еще надо дойти до запланированного места отстоя, то есть до пункта передуя на отстой. СК-2034 доставила груз в адрес ООО «Азимут». Это были 165-е сутки навигации, тогда как в 2017 году навигационный период составил 156 суток. Как отметили речники, судоходную кампанию по Лени в этом году удалось продлить за счет высокого уровня воды и благодаря хорошим погодным условиям. Осень в 2018-м побаловала теплой погодой. Сила Сибири заканчивается, работы в этом году меньше. И мы справились, план выполнили. Снижение тоннажа произошло и в Ленском речном порту. Но это не коснулось грузов в адрес компании «Алроса». Что касается грузов в адрес компании, самого основного заказчика, значит, план выполнен на 100%, то есть перевыполнен немножко план. Значит, что касается грузов в адрес сторонних клиентов, идет недовыполнение плана в связи с уменьшением, значит, поставок контейнерных перевозок, так и технических грузов, значит, на Ленскую площадку. Всего за навигацию 2018 Ленский речной порт переработал 500 с лишним судов. Это свыше 245 тысяч тонн разных техгрузов. Основную долю составили контейнерные перевозки. Но что касается плановых объемов переработки по отношению к 2017 году, навигации 2017 года, значит, план остался неизменным. Значит, компания немножко скорректировала объем переработки грузов в сторону уменьшения, значит, и увеличили плановые объемы на сторонних клиентов. Основным перевозчиком грузов для компании «Алроса» является акционерное общество «Судоходная компания Алроса Лена». Есть у Ленского речного порта и свой небольшой флот, который на период зимовки отправляется в отстой, где находится до весны. Какие работы? Значит, будет производиться консервация портальных кранов. Также провели разоружение флота своего. Это теплоход 420 и теплоход Юрий Арбатский. Всего в 2018 году Ленский речной порт принял чуть больше 107 тонн груза для сторонних организаций. В этом году их было 15, не считая разовых клиентов. Самые крупные поставщики – общество с ограниченной ответственностью «Техавангард», Киринский речной порт, акционерное общество РНГ, ООО «Речсервис». Именно для компании РНГ доставила груз судно «Витимец», пришедшее в Ленск, заключительный этап навигации. В целом навигация прошла хорошо. Можно сказать, удачно. Гораздо лучше, чем прошлая навигация, хотя были неприятности, ремонты, но мы справились. Эта компания в навигацию 2018 доставила около 20 тысяч тонн груза, частично своим флотом, частично наемным. Для теплохода «Витимец» это был 13-й заключительный рейс. К нижней причальной стенке Ленского речного порта пришвартовалось судно «Витимец», завершающее навигацию 2018 на реке Лени. Оно доставило последний груз из Киринска, сейчас будет поднято на причал и законсервировано до весны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Теперь танкеры, буксиры и теплоходы, словно автомобили без теплого гаража, будут заморожены. На стоянку только в Жатае встали 87 судов. С завершением навигации начинаются сезонные судоремонтные работы. Зима – это горячая пора для Жатайского завода. Что модернизирует, а что нуждается в ремонте, знает наш корреспондент Саргалана Захарова. Вот старый металл, вот новый металл, который мы установили, но еще не полностью обварено. Газосварщик с 15-летним стажем Александр Стебленко показывает нам свою работу. Меняют полностью дно судна. За прошлую навигацию «Анабар», так называется этот буксир, повидал немало препятствий в пути. О них свидетельствуют пробоины и вмятины на корпусе. Во время навигации ставят цементные ящики для того, чтобы эти пробоины
заделать, значит, устанавливаются цементные ящики для того, чтобы пароход, по сути дела, не утонул. После ремонта судно прослужит еще не одно десятилетие, говорит Александр. Поверхность сделают идеально гладкой. Прежде чем обновленный пароход спустят вновь на воду, качество работ проверят специалисты. Все для безопасности и эффективности судна. Если гладкая поверхность, она, естественно, по воде будет скользить, правильно? Или если будет ребристая поверхность судна, сопротивление воды будет увеличиваться, значит, будет нагрузка на двигатель, значит, будет больше расход топлива. Сейчас полным ходом идут сварочные работы. Должны успеть до самых сильных холодов, пока температура воздуха не опустится до минус 40. Тогда даже прогрев металла не поможет. Железо начнет трескаться от перепада температур. Но ремонт даже тогда не прекратится. Режем, собираем, когда большой мороз, режем, собираем. Что-то другую работу какую-то в цеху, там детали, узлы делаем, собираем. Ну, не простаиваем. Работа все время кипит. До начала следующей навигации должны закончить. Работы немало. Все нефтеналивные суда подлежат модернизации, оснащению двойным дном, а это сравни строительством нового судна. 2 танкера проекта 1754Б, второе дно, и танкер проекта Р-77, вот он перед вами. Второе дно. Также нам надо закончить модернизацию и следующим летом отправить в навигацию танкера Сидор Барахов, капитан Шамшин. На заводе работает постоянно порядка 200 человек. В основном мужчины. Труд не из легких. Но есть среди них и девушки. Каждый день крановщица Наталья поднимается на многометровую высоту. Вот уже в течение 8 лет. Пришла на производство случайно. Искала работу. Увидела объявление и решила попробовать. Сегодня хрупкие женские руки передвигают по слипу телеги, на которых в свою очередь и ставят многотонные судна. Вообще-то считается, конечно, что это мужская работа, но сейчас я, как вот слышу, в основном женщины на кранах работают. Зимой с 8 до 5, а летом уже с 8 и как нужно, бывает и до 11 вечера, если потребуется для того. Потому что нельзя же судно оставить посреди перекатки и уйти. Поблажек не дают, говорят девушки. В первую очередь они крановщики. От их работы зависит безопасность людей. В машинном отделении непривычно тихо. Двигатели разобраны, каждую деталь будут тщательно осматривать и при необходимости отправлять на диагностику в специализированные центры за пределы республики. Там вынесут вердикт – восстановить или заменить часть. И так практически на каждом судне. От 2038 – одно из легендарных судов на реке Лени. Сильнее этого буксира может быть только ледокол, говорят опытные речники. За один раз он может толкать до 10 тысяч тонн веса. Был произведен в Будапеште еще в 1971 году прошлого столетия, но для якутского флота он еще считается довольно молодым. На Житайской базе стоят и представители середины 20 века. Но даже таких долгожителей приведут в порядок и выпустят в очередное плавание. В общей сложности до следующего лета планируют отремонтировать 23 судна и модернизировать еще 5 кораблей. Саргалана Захарова, Джолустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Не переключайтесь. Другой менталитет, жизненный уклад, культура. Кто они? Интернациональные семьи Якутии. В преддверии Дня народного единства наша съемочная группа пообщалась с необычными парами. Пробить любую стену ради успеха ученикам. Они посвящают себя спортсменам, часто становятся полноправными членами семьи. Они всегда в тени. Специальный репортаж о том, как тренеры ведут воспитанников к большим победам. Это Якутия день за днем, мы продолжаем. История со строительством школы АИК-АТА в Якутске может разделить родителей на 2 лагеря. К большому сожалению, все к этому идет. Небольшая предыстория. В столице Якутии достраивают новый 203-й микрорайон. Не только многоэтажные дома, но и соцобъекты. В проекте большая школа. Покупая квартиры, люди были уверены, дети будут учиться под боком.
Позже выяснилось, будущий храм науки с национальным уклоном. В здание переедет АИКАТА, которая сейчас ютится в нескольких кабинетах Дома детского творчества. Следовательно, детям 203-го места не хватит. Взрослые возмущены, права нарушены. Требуют преобразовать школу в общеобразовательную. Углубленное изучение якутского языка возможно, но вместе с русским приоритет у жителей нового микрорайона. Вот и все пункты. Люди имеют на это право, здесь вопросов нет. Проблема в том, что родители учеников АИКАТА оббили не один порог, штурмом брали десятки чиновничьих кабинетов. Строить национальную школу решили еще 14 лет назад. Тогда о новом микрорайоне не было и речи. Занятия в АИКАТА это не просто проходят на якутском языке. Учителя прививают культуру народа Саха. Вся ситуация – это палка о двух концах. Посередине решение – нужно строить еще одну школу. И она будет только через 2 года. В этом вопросе профильным ведомствам нужно бы ускориться. Всем родителям нужно успокоиться. Важен компромисс. И главное, вопрос так и должен оставаться в родительско-школьной плоскости, без перехода на национальную тему. И на провокации не нужно поддаваться. В Якутии проживают представители 50 народностей, все время в мире. Это необходимо сохранить. Особенно в преддверии Дня народного единства. Для современной России это молодой праздник, всего 13 лет. И несмотря на споры в начале нулевых, что не приживется 4 ноября, многие осознали, часто именно единство позволяет выстоять перед трудностями. Анастасия Данилова пообщалась с интернациональными парами, которые рассказали о секрете семейного единства. В Якутии первой межнациональной семьей можно назвать пару русского первопроходца Семена Дежнева и Абакаяды, дочери Тайона Барагонского Улуса. Их брак состоялся в 1641 году. И несмотря на то, что Дежнев скончался вдали от супруги и сына, эта красивая, но печальная история любви дала начало многим и многим межнациональным семьям. Семья Пател, как и многие в 21 веке, встретили друг друга на просторах интернета. Но тогда они не догадывались, насколько судьбоносна их встреча. Римпал приехал в Якутск работать в индийской алмазогранильной компании. О своем переезде в Северный край не жалеет. Ведь в один теплый июньский день его жизнь перевернулась на 180 градусов. Он встретил свою вторую половинку. Не было такого шока культурного, потому что все-таки мы находимся в моей среде на данный момент. И скорее это я его вливала в свою среду. Мне очень нравятся их традиции. И мне нравится то, что вообще индуизм — это такая философия, даже не религия, а философия жизни. Между собой пара общается на английском языке. Как и в любой другой семье, у них есть свои традиции. Но слияние двух культур делает каждое торжество в этом доме особенным. Совсем скоро они отметят главный религиозный индуистский праздник Дивали. Это фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом. Но прежде российский день народного единства. Мы думаем тоже собраться всей семьей, устроить такой хороший ужин, немножко вспомнить об истории и так далее, чтобы объединить две ментальности, два народа. Плод любви Римпала и Саха Киана родилась в Якутске, а в ближайшем будущем девочку ждет большое путешествие в жемчужину английской короны. Там маленькая Киана соприкоснется со своей еще одной исторической родиной. Мусе и Саная познакомились в Якутске. В жилах Мусе наполовину течет эфиопская кровь. Недавно Мусе сделал свое любимое предложение. Теперь молодые люди готовятся к новому этапу жизни. Мы были бы рады принять что-то новое в нашу семью. Там разные обычаи из его семьи и из моей. Да, и это все было бы классно совместить. Да, мы никогда не стыдимся ничего из этого, и мы рады нашим культурам. Несмотря на экзотическую внешность, в душе Мусе настоящий якут. Его родители познакомились в Санкт-Петербурге, после учебы переехали в Якутск. В 2005 году по сложившимся обстоятельствам отец Мусе вернулся в Эфиопию. Теперь семья общается на расстоянии. Родители девушки глубоко уважают выбор дочери и с радостью приняли будущего зятя. Мои родители, на мое удивление, очень тепло его встретили. И мы очень поддерживаем связь эту. Это поразительно было. Я совершенно другого ожидал, и я очень благодарен твоей семье. А вот ирландец Джошуа иностранцев в Якутске себя не ощущает. Напротив, влился в среду быстро и безболезненно. Как и Мусе, он преподает английский язык в СВФУ. 2 года назад он приехал в республику студентом для изучения русского языка. Он не мог и предположить, что влюбится в землю вечной мерзлоты и захочет здесь задержаться. Джошуа поддерживает идею о мире во всем мире, поэтому обязательно отмечает российский праздник – День народного единства. Дружба народов – это очень важно. Хорошо жить
жить здесь. И я думаю, это очень важно. Праздник. Якутия, как и в целом Россия, территория многонациональная. Здесь дружно живут и работают люди разных культур. Якуты, русские, украинцы, буряты, армяне, китайцы, греки, поляки, немцы, афроамериканцы, индусы и многие другие. Двери республики открыты для всех желающих, но и для якутян сегодня открыт целый мир. Многие давно живут за границей и создают межнациональные пары в самых разных точках мира. И почти все отмечают праздник народного единства. Якутия. Hyvää kansallista yhtenäisyyden päivää. Якутия с Днем народного единства. Анастасия Данилова, Джилустан Иннокентьев, Павел Пахомов. День за днем. Ну и немного о спорте. Российский гимнаст Артур Далалаян завоевал золото в личном многоборье на чемпионате мира в Дохе. Медаль стала для мужской сборной России первой в 21 веке. Ранее в командных соревнованиях Артур упал с брусьев, потерял заветные баллы. Из-за этого дополнительное давление. После триумфальной победы тренер по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала журналистам, что им легко удалось настроить Далалаяна на успешное выступление. Цитата. Сказали ему: просто забудь про эту ошибку. Часто именно простые слова помогают спортсменам добиваться небывалых высот. Хороший тренер – настоящая находка, и часто они находятся в тени известных учеников. При этом не требует внимания. Парадокс в том, что отличный наставник – это не всегда успешный атлет. Здесь нужен особый талант. Юрий Осипов пообщался с известными тренерами Якутии, воспитавшими целую плеяду уникальных спортсменов. У спорта в Якутии особое почетное место. Атлетов любят, боготворят. Часто за кулисами любой арены остаются те, кто воспитывают спортсменов и ведут их к пьедесталу почета. Работа тренера не просто профессия, скорее призвание. Подобрать ключ каждому своему подопечному, чтобы по максимуму раскрыть его потенциал и достичь максимальных успехов. 24 года в роли наставника. За это время Артур Пахомов воспитал сотни боксеров, принес Якутии десятки медалей чемпионатов России, Европы и мира. Воспитал двух олимпийцев – Георгия Балакшина и Василия Егорова. Успех спортсмена, уверен Артур Иннокентьевич, зависит не только от усердных тренировок. Все зависит от коллектива, где ты работаешь. Это зависит от мотивации спортсмена. Без этого спорта почти нет достижений. Он не просто тренер, говорят спортсмены. Прежде всего педагог. И его методика дает плоды. Все по полочке разложит, скажет, как надо. А я с прошлого года у него тренируюсь, Артур Иннокентьевич. До этого в Хабаровске тренировался. Да, прогрессирую каждый день. Главный тренер сборной России по перетягиванию палки Николай Константинов. Часто его зовут отцом современного масс-рестлинга. Тренером стал 26 лет назад. В 1992-м, выиграв первый чемпионат республики, он решил собрать вокруг себя единомышленников. Именно этот год и считают началом развития масс-рестлинга. Николай Элляевич не скрывает, этот вид спорта подходит не всем. В масс-рестлинге обычно тренеры принимают ребят всесторонне развитых. Если у спортсмена отстает какие-то мышцы, вот это уже не подходит масс-рестлингу. Если парень отстает от сверстников, я не выгоняю, оставляю и тренируюсь наравне со всеми. С Николаем Ильяевичем тяжело, с годами легче не становится. Павел Черноградский, неоднократный чемпион мира, рассказывает, тренер строг, но справедлив. Поблажек никому не дает, и благодаря этому сегодня якутские масс-рестлеры остаются лучшими на планете. Тренируюсь я уже больше 10 лет у него. С каждым годом все тяжелее и тяжелее, но такие нагрузки, такая вот конкуренция идет, поэтому тренируемся с большой отдачей. Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Татьяна Жиркова, завершив спортивную карьеру, стала не менее успешным тренером. Татьяна проводит строгий отбор воспитанников и тренирует уже состоявшихся спортсменов. Результат появляется тогда, когда все делается в комплексе, да? И данные, и работоспособность, и какие-то знания. И для этого мы и помогаем.
У Татьяны все под контролем. По словам воспитанниц, она очень требовательна, но при этом никогда не откажет в помощи и поддержке. Даже когда на сборах одни, все время отправляем и отчитываемся про тренировки, самочувствие, время. И она очень добрый тренер. Вот. Ну, она всегда поможет, она всегда рядом. Даже если у кого-то какие-то личные проблемы, мы всегда обращаемся к ней, она вот советами всем помогает. Еще ее прошлый опыт, что она вот, очень хорошая спортсменка, она делится с нами своего личного опыта, когда вот волнуешься, она может сразу успокоить, и вот это тоже всегда на соревнованиях мотивирует. Непростую стезю выбрал и молодой тренер Василий Аленов. В прошлом спортсмен-легкоатлет. Сегодня он тренирует ребят в Центре адаптивной физической культуры и спорта. С каждым воспитанником он занимается индивидуально и подбирает подходящую программу тренировок. В адаптивном спорте главный индивидуальный подход – то есть у каждого ребенка заболевания разные бывают. У всех одинаковых заболеваний практически не бывает в спорте элит спода. И поэтому, вот, когда новый ребенок приходит, я его вот обследую, узнаю, какие у него заболевания, какие у него ограничения могут быть в движении. И исходя из этих вот данных уже делать какие-то там наброски, что какие он упражнения может выполнять, какие он упражнения чисто вот механически он не сможет сделать. Я почти начал заниматься у него год, потом я уверен, что мы с ним многого достигнем. Ну, достижений, там, новых медалей, трофеев. Он добрый, общительный, с ним можно поговорить. Он, когда перед тем что-то делать, он объясняет хорошенько, чтобы все смогли вникнуть, понять, что делать. У каждого тренера собственные методики и подход к занятиям. Объединяет забота об учениках. Успех воспитанника – это главная награда для наставника. Именно самоотдача тренера помогает спортсмену пробиваться через тернии к звездам. Юрий Осипов, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах nvk-online.ru и yak24.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.